Добрый день, вы смотрите передачу «Акцент». Сегодня в студии работает журналист газеты «Саха-Сире» Марианна Тартыкова. В год содействия занятости специалисты по управлению персоналом набирают местное население для работы в крупнейшие промышленные компании. Всего планируется создать около 5000 новых рабочих мест. Сегодня более подробно об этом нам расскажет заместитель председателя Госкомзанятости населения республики Гаврил Игоревич. Гаврил Игоревич, здравствуйте. Гаврил Харлампиев родился в 1977 году в городе Якутске. В 1999 году окончил финансово-экономический институт ЕГУ по специальности экономика и социология труда. В 2012 году Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности юриспруденции. С прошлого года работает заместителем председателя Государственного комитета республики по занятости населения. Расскажите, пожалуйста, по итогам выезда по Заречным и Центральным районам, сколько человек получили приглашение на трудоустройство? Это преимущественно работа вахтовым методом? Да, здравствуйте. Мы на той неделе, 27 числа, провели выездное совещание заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Дичковского Алексея Прокопьевича с участием крупных наших промышленных компаний, а также с приглашением глав муниципальных районов и глав самих поселений. В целом, в этом году мы планируем охватить порядка 20 промышленных компаний. И на той неделе у нас 9 промышленных компаний подписали с нами соглашение. В первую очередь, в рамках соглашения мы ведем работу по подбору и отбору квалифицированного персонала для нужд этих компаний. Второе наше основное направление – это вопросы переподготовки и обучения специалистов под потребности этих компаний. И также мы ставим себе задачу в рамках соглашения совместно с этими компаниями по организации стажировочных площадок. На той неделе выездными бригадами совместно со специалистами кадровой службы наши специалисты комитета выезжали в 8 муниципальных районов. Это мы охватили центральную и заречную группу УСов, где у нас считается наиболее высокий процент безработицы. Охват составил порядка более 550 граждан, которые изъявили желание и подошли на консультацию по профотбору. Из них именно вот по формальным признакам, по образованию, по стажу, под потребности работодателей кадровой службы предварительно отобрали порядка 220 человек. Это предварительная работа, они уже на местах также будут проводить работу по проверке через свои службы безопасности и свои другие подразделения, и должны нам в течение буквально 1,5–2 недель уже четко ответить, кого конкретно они готовы будут взять на работу. А также более 100 претендентов они отобрали под возможность их переобучения с дальнейшим трудоустройством. Это вахтовая работа, да? Нет, там и вахтовая работа, и постоянная работа, и сезонная работа. Ну, конечно же, для сельских людей более интересны были это вахтовые методы и сезонные работы. И какие там специальности пользуются наибольшим спросом? Спросы, конечно, в основном это горнорабочие, слесари, водители разных машин и бульдозеристы, экскаваторщики. Но, опять-таки, в первую очередь, компаниям нужны квалифицированные работники, поэтому здесь у нас есть сложности как раз для поиска и подбора из числа граждан села. Потому что они, во-первых, не имеют тех специальностей, квалификаций, которые нужны промышленным компаниям. Здесь, конечно, у нас были сложности, но, в принципе, на мой взгляд, то, что из 500 человек порядка 200 они отобрали, это уже достаточно хороший процент. И какая там средняя зарплата? Заработная плата зависит от специальности и квалификации. Она у них колеблется от 40 тысяч до 120 тысяч рублей в месяц. Или же там у них, если вахтовыми, это то в сезон. Получается, они месяц работают, месяц отдыхают. Или же есть варианты, когда 2 месяца работают и 1,5 месяца отдыхают, исходя из условий работы. А в каких учебных заведениях можно получить специальность, допустим, бульдозериста или вот тех рабочих, которые пользуются спросом? Ну, вообще на совещании мы тоже обсудили этот вопрос, именно подготовку специалистов под потребности компаний, и они высказали свои замечания в том плане, что у молодых специалистов, которые выпускаются, да, отсутствуют навыки или практические занятия. Поэтому
ставим себе задачу совместно с Министерством образования именно по усилению дуальности и практикоориентированности. Соответственно, мы должны достичь того, что специалист, который обучается рабочим профессиям, должен не менее 50% обучаемого времени проходить практику и, соответственно, уже быть готовым к работе в промышленных компаниях. А компании на сегодня уже имеют, скажем так, опыт работы с учебными заведениями в Алданском районе, в Нерингинском районе, как раз где непосредственно компании сами работают. У них уже есть там налаженные контакты, они с ними сотрудничают тесно. В свою очередь мы тоже с ними ведем работу по подготовке молодых ребят именно в сельских учебных заведениях. Например, на сегодня у нас в Чурапчинском УСе учатся ребята. 26 молодых ребят мы отобрали под потребности Якут-Угля. Они у нас учатся в нашем учебном центре, теоретическую часть проходят, и потом после завершения теоретической части должны выехать на практические занятия именно непосредственно в компанию, в учебный комбинат Якут-Угля, и после этого уже, получив диплом, они 100% должны трудоустроиться. Поэтому кроме кадровых служб еще приезжали представители учебных заведений, это Южно-Якутского технического колледжа, и вот они тоже выезжали, смотрели условия, какие есть у их коллег именно в сельских районах, чтобы тоже как-то так дистанционно или совместно, какие-то смешанные. А в городе Якутске желающие где могут пройти обучение, чтобы идти работать вахтовые методы? Ну, в городе Якутске у нас очень много учебных центров, которые осуществляют подготовку по промышленным профессиям, но в первую очередь, если этот человек является безработным или не занятым, то ему надо обратиться в службу занятости, в Центр занятости населения. И мы по его желанию, по потребности можем предложить обучение в каких-то краткосрочных курсах за счет республиканского бюджета. То есть обучение бесплатное? Конечно. Это очень хорошо. Так, многие молодые люди говорят, что без опыта на работу не берут, им нужен бульдозерист сразу 7-го разряда. Как решается этот вопрос? Да, конечно же, промышленные компании в первую очередь ставят вопрос именно людей с опытом, с квалификацией, навыками. Поэтому в рамках соглашений мы тоже ставим задачу совместно с компаниями организовать так называемые стажировочные площадки, чтобы была возможность у молодых специалистов, ребят, которые только выпустились и у которых нет опыта работы, могли пройти практические навыки, стажировку непосредственно на предприятии в течение 2-3 месяцев. Опять-таки мы со своей стороны берем на себя расходы по заработной плате частично для этого курсанта, а также какие-то подъемные средства мы предусматриваем в бюджете республики именно для закрепления за этим молодым специалистом наставника, чтобы он мог передать свой опыт работы. А куда могут обратиться желающие поехать на работу в промышленные компании? Во всех наших центрах занятости на местах, в районах, все эти вакансии имеются. И если, например, желают куда-то поехать или выехать вахтовым методом или на сезон работы, необходимо, конечно, в наш центр занятости обратиться. Всю консультацию, информацию они могут получить. И уже непосредственно через наших инспекторов можно будет организовать направление как документов, или если есть необходимость, будет заинтересованность, например, у работодателя, то организовать через Skype уже собеседование дистанционное. Гавриил Игоревич, спасибо вам за полезную и содержательную информацию. Надеюсь, она пригодится тем, кто находится в поисках работы. Это была передача «Акцент». До новых встреч!